Первое, что я сделал в детстве, это я прибил к полу ковер. Так, еще намертво. Я думаю, вот это был первый знак такой, что я буду в будущем чеканщиком. Знаете, вот был пенек у нас во дворе. Я вот до сих пор помню, я его гвоздями прям близко-близко, вот так гвоздики набил много-много. Вот это мне, не знаю, почему-то нравилось забивать гвоздики. Я еще не думал, что я именно стану чеканщиком. Мне заинтересовало это, конечно, дело. Но я долго сомневался сначала. Ходил, советовался. Как вы думаете, стоит ли этим заняться, нет? Многие мне советовали, конечно, что это хорошее дело. Таких у нас мастеров мало вообще. В 2000-е годы мы занимались моделированием, украшения собирали, браслеты, колье с комплектующих. Но мне все равно казалось, что это не полностью ручная работа. Туристы многие упрекали тем, что у нас нет своего, Почему вы свое не продаете? Где ваши личные изделия местного производства полностью? Чтобы напоминало им, что это именно крымско-татарское какое-то изделие. И вот это, видать, меня зацепило, и я тогда увлекся чеканкой. Правильно, вот, форма сама. Конечно, было много ошибок на этом пути. Прям именно такая форма у меня не сразу же получилась. Опыт показывал, что первое время, когда я изготовлял, допустим, я делаю, и у меня со временем начинает рука болеть. Я бью, и начинает рука болеть от того, что я неправильно бью. Приходилось менять технику. Менял оправку, технику битья, и как-то по-другому ставил изделие, что оно правильно выгибалось. Потому что если ты неправильно бьешь по металлу, оно неправильно гнется, и не получается та форма, которая надо. И вот таким образом и потихоньку я к этому пришел. Чеканке уже пришлось самому все изучать. А так пришлось, конечно, большие годы потратить, чтобы восстановить эту технологию. Не знаю, я горжусь тем, что я научился делать джезве. Остальное, конечно, оно по технике приблизительно похоже. Но самое сложное это было для меня джезве. В джезве это все включено, вся техника. Из-за этого, пока я его научился делать, прошло очень много времени. То остальное уже мне было легче сделать, потому что я учился на нем. Все ошибки, размеры, чтобы были похожи на те старинные. Чтобы один джезве изготовить, это уходит 3 дня с моей скоростью изготовления. Этот поясок, допустим, состоит из 2 кусков. Дно и конус. Цельно вытянутый верхний конус с одного куска и вот этот носик. И носик у нас был такой квадратный. Не знаю, потому что турецкие, я смотрю, они такие прям длинные, там носики у них есть отличия. Не знаю, ее тонкость, изящество у нас этим и отличалось, наверное. Чтобы не менялось вкус кофе, используют металл олово, внутренняя обработка посуды. И этот металл нейтральный, он не меняет вкус кофе. Лудили вообще и снаружи, и изнутри, и со всех сторон. Олово защищает медь от окисления. Многие хотят традиционно варить кофе, потому что традиционно по-другому вкус получается.
Это как медитация у них получается. Они сидят, у них целая церемония, это кофепитие. Многим это больше нравится. Из натурального металла, чтобы было сделано, из меди. Многие прям хотят, чтобы она была традиционно изготовлена, прям это чезве, металлическая ручка, чтобы было соответствовало той эпохе. Раньше в джезве на стол не подавали кофе. И варили в очаге в джезве, потом переливали в кофейник, и уже в кофейнике подавали кофе. Вот. Почему? В очаге он всегда закопченный. От горения дров коптилась посуда. И некрасиво было подавать закопченный джезве. У меня вообще мое предположение, что эту форму придумала женщина, а не мужчина. Мужчина воплотил ее желание. И к нам пришла уже идеальная форма, какая должна быть. Я всегда делаю изделия свои с хорошим настроением. Иначе у меня их не получились бы они с плохим настроением. Какое у меня бы не было плохое настроение, я когда прихожу в мастерскую, оно у меня меняется. Я забываю про другое. И здесь у меня положительная энергетика. Современный мир, он сильно портит детей. Кого-то заставить руками работать сейчас очень тяжело. Я думаю, что все равно найдется человек, который захочет это делать. Старшему 20 лет, средний 10 и 5 лет. Мухаммед Имран Рустем. Старший, ему нравится. Года 2, как он приходит и немножко занимается этим делом. Это он должен уметь все равно. И он это понимает, что жизнь разная бывает. Сегодня я живой, завтра кто его знает. Из-за этого я ему говорю, если ты будешь уметь это делать, и вдруг меня не станет, ты научишь младшего, Может, он загорится и захочет это делать, а ты его научишь. Дай бог, конечно, я сам его научу, и он мне даст еще время. Бахчисарай — самый любимый город, наверное, в мире. Тут вся история наша. Родилась история именно в Крыму, а именно в Бахчисарае, столица же когда-то была. И вся аура здесь летает, в Бахчисарае. И мое любимое место, на сегодня говорят сфинксы, скалы эти, наши бахчисарайские. Туда поднимешься и на старый город смотришь, интересно, и вдохновляешься таким, образом. Здесь какой-то дух, наверное, летает.